Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. В Сухуме прошли повторные выборы депутатов парламента Абхазии по избирательным округам номер 1 и номер 2. По первому избирательному округу баллотировался Ахра Авидзба, по избирательному округу номер 2 Эдуард Хажба. Повторные выборы назначены в связи с досрочным выбытием депутатов Даура Аршба и Аслана Кубахия, так как указами президента Абхазии Даур Аршба назначен руководителем администрации президента, а Аслан Кубахия – вице-премьером, министром внутренних дел Абхазии. Наблюдатели отмечали низкую явку избирателей. Наш корреспондент Нисва Аршба побывала на избирательных участках. Избирательные участки двух округов столицы, как и положено, открылись в 8 утра. Члены участковой комиссии пересчитали бюллетени, проставили подписи, печати и открыли двери избирателям. Но вот только их сегодня что-то очень мало. Здесь, на Старом поселке, в 12 часам дня проголосовало всего 6 человек. Количество избирателей у нас 1965 человек. Из них на сегодняшний день в час 12 часов проголосовали всего 6 человек. Низкий процент явки, но еще есть время. Я надеюсь, что люди еще придут. Низкую явку избирателей отмечают почти на всех участках. Здесь с 8 утра проголосовало всего 11 человек. Замечаний и жалоб на ход голосования пока нет. Не было никаких замечаний, никаких нарушений. Проголосовало всего лишь 11 человек. Время у нас час дня. Мы открылись в 8 утра, и вот с 8 до часу только пришли 11 человек. Все избирательные участки к выборам готовы и оснащены всем необходимым. В случае отключения электроэнергии заготовлены даже фонари. Несмотря на отключение электроэнергии, члены комиссии в 7 утра уже были на своих местах. Ровно в 8:00 открыли участки, посчитаны по жеребьевке, были выбраны члены комиссии, которые посчитали, поставили печати. Все нормально. На этот момент замечаний нет никаких. На 13:45 30 человек. Повторные выборы в парламент Абхазии назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Даура Аршба и Аслана Кубахи. Указами президента они переведены на руководящие должности администрации президента и МВД. По избирательному округу номер 1 баллотируется Ахра Авидзба, по избирательному округу номер 2 Эдуард Хажба. На данный момент очень мало людей пришли, проголосовали, 143 человека, 2 часа дня. Низкую явку избирателей подтверждает и глава ЦИК Баталтабагу. В соответствии с законом на выборы должны прийти не менее 25% от общего количества избирателей по данному округу. Тогда выборы будут считаться состоявшимися. Выборы проходят в соответствии с законом о выборах Народного собрания парламента Республики Абхазия. Вы знаете, что в соответствии со статьей 37 закона мы проводим повторные выборы. Сегодня с 8 утра все участковые комиссии работают. Они начали работать даже раньше, провели жеребьевку в соответствии с законом. Могу сказать, что на 12 часов дня, естественно, посещаемость низкая. По первому округу это было около 111 человек, по второму 45. Хочу поблагодарить членов комиссии, потому что, несмотря на ненастную погоду, к великому сожалению, условия их труда сегодня вызывают очень большое сожаление в связи с тем, что, вы знаете, в моем районе вчера отсутствовала электроэнергия, но, несмотря на это, все члены избирательной комиссии участковых пришли на работу, и вот практически с 7 часов утра они там работают. И окружная комиссия, само собой. Мы очень им благодарны. Надо признать, что это 2 больших округа, и то количество избирателей, которые на сегодняшний день и на сегодняшний час пришло, конечно, вызывает мало оптимизма, что выборы состоятся. Если выборы не состоятся по причине неявки избирателей, то повторных выборов не будет, потому что истекли сроки проведения выборов. Вы знаете, вновь назначаться выборы не будет. Осталось менее 5 месяцев до окончания срока депутатского корпуса. Избирательные участки закрылись в 20 часов. Предварительные итоги голосования станут известны позже. Нисва Аршба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.
Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа призывает все политические силы страны к поиску компромиссов и не нагнетать и без того сложную ситуацию. Необходимо регламентировать отношения между действующими властями и оппозицией, чтобы ввести эти отношения в цивилизованные рамки. Этому могло бы способствовать принятие закона Республики Абхазии об оппозиции, в котором можно было бы четко прописать права и обязанности оппозиции, сделать сам термин «оппозиция» юридическим понятием, определить возможности финансирования оппозиции из средств республиканского бюджета. В то же время закон должен будет четко определить рамки возможных действий оппозиции, которые не позволяли бы раскачивать внутреннюю ситуацию и ввести к дестабилизации внутренней обстановки, говорится в заявлении Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Мы продолжаем наш выпуск. Не теряет актуальности одна из наболевших проблем нашей действительности, а именно ситуация на дорогах. Дорожно-транспортные происшествия случаются с угрожающей регулярностью. Безответственность водителей, а иногда и пешеходов, приводит к трагедиям, порой навсегда изменяя жизни многих людей. К этой теме мы еще вернемся в нашей программе. А сейчас о том, что важного произошло на этой неделе. Ирина Аршба с обзором новостей. В понедельник Рауль Хаджимба провел брифинг с участием СМИ страны и подвел итоги двухдневной поездки в Москву, в ходе которой он встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе брифинга Рауль Хаджимба озвучил основные темы, о которых шла речь на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Наиболее важной глава государства назвал тему экономического сотрудничества двух стран. Рауль Хаджимба и Владимир Путин также коснулись вопросов сотрудничества в военной сфере, создания единого оборонного контура. Министерство экономики Абхазии и Министерство энергетики России согласовали объемы нефтепродуктов на 2017 год, освобождаемые от российской экспортной пошлины при ввозе на территорию Республики Абхазия. Объем ввозимых нефтепродуктов увеличен в связи с возросшим внутренним потреблением. В суммарном выражении в 2017 году Абхазия сэкономит при импорте нефтепродуктов из Российской Федерации более 270 миллионов рублей, сообщили в Министерстве экономики Абхазии. Согласно договоренности, достигнутой в ходе недавних переговоров министра иностранных дел Абхазии Даура Ковы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, состоялись двусторонние межмидовские консультации. Абхазскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Олег Аршба. В консультациях, которые носили откровенный деловой характер, приняли участие руководители структурных подразделений двух министерств. Рассмотрен широкий спектр вопросов. Обстоятельно обсуждались, в частности, консульские вопросы в пути активизации абхазо-российского сотрудничества на региональном уровне. Особое внимание было уделено совершенствованию внешнеполитического взаимодействия двух стран, в том числе в целях дальнейшего расширения международных позиций Республики Абхазия. В селе Лашкиндара Чемчирского района в торжественной обстановке был открыт памятник Мошни Хварцке на месте гибели славного сына своей страны, героя Абхазии, который погиб, защищая родину 24 года назад, 6 декабря. В Сухуми блок оппозиционных сил, общественная организация Айтайра и республиканская общественная организация Кераза подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось в офисе Айтайра. В документе нашло отражение согласие сторон тесно сотрудничать в вопросах стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Общественно-политическая ситуация в стране обсуждалась на встрече президента Рауля Хаджимба с новым составом членов Общественной палаты Абхазии. Члены ОП представили главе государства свои предложения по экономическому развитию страны. О сложившейся в республике ситуации говорилось на брифинге ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, состоявшемся в Ассоциации женщин-инвалидов ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Представители ветеранских организаций АРУА, АБАШ, Государственного фонда инвалидов, отдельных батальонов призвали однополчан из оппозиции к диалогу. Россия и Абхазия уточнили инвестиционную программу на 2017 год. В рамках 14-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия в Сухуми были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Перед началом пленарного заседания Межправкомиссии президент Рауль Хаджимба встретился с заместителем председателя правительства России Александром Хлопониным. Было отмечено, что вопросы, озвученные на встрече Рауля Хаджимба и Владимира Путина, находятся в работе у правительства. Инвестпрограмма на текущий год предусматривает выделение средств в размере порядка 2,4 миллиарда рублей. На сегодняшний день освоено почти 90% средств.
Министр здравоохранения Республики Анзургов принял помощника министра здравоохранения России Анатолия Гулина. Обсуждались детали предстоящего межправительственного соглашения двух стран о бесплатном обеспечении определенной категории пациентов лекарственными препаратами граждан Российской Федерации, проживающих на территории Абхазии. Лица, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение, это имеется в виду инвалиды первой, второй, третьей группы, значит, ветераны, участники, инвалиды Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты афганцы, значит, чернобыльцы, ликвидаторы. Первая, вторая, третья группа, они все попадают под действие вот этого соглашения. После пленарного заседания было подписано соглашение между Республикой Абхазия и публичным акционерным обществом «Российские сети» о содействии социально-экономическому развитию Абхазии в области электроэнергетики. С абхазской стороны документ подписал вице-премьер Беслан Эшба, с российской заместитель директора по развитию и реализации услуг публичного акционерного общества «Российские сети» Константин Петухов. У нас полное согласие, полное понимание. Есть инвестиционная программа в объеме 6 миллиардов рублей, которая будет освоена. Есть вопросы, связанные с тем, что до следующей правкомиссии должны быть представлена вся проектно-сметная документация уже на более высокие объемы абхазской страны, которая уже ведется, работается. Время у нас предостаточно. Будет представлена на все 6 миллиардов. Ну, значит, мы, если обязуемся выполнять, будем выполнять в полном объеме. Встречались с президентом, с Раилем Джунковичем. Вопрос связан с теми задачами, которые были обозначены президентом Российской Федерации и президентом Республики Абхазия. Это очень серьезный комплекс вопросов, связанный и, безусловно, с развитием инфраструктуры. К сожалению, вот мы сегодня проезжали и видели участки автомобильной дороги, которые требуют серьезной реконструкции, потому что за этим идет очень серьезная подготовка к курортному сезону, да и вообще с инфраструктурой. Это единственная транспортная артерия, которая достаточно важная и связывает Россию и Республику Абхазия. Это вопрос с энергетикой, и не просто так сегодня было подписано соглашение. Мы понимаем, что иметь постоянную зависимость от перетоков, которые связаны с грузинской стороной, достаточно рискованная, так сказать, процедура. И нам необходимо выходить на принципиально новую самостоятельную энергетику. Поднимался вопрос и об авиационной инфраструктуре, и сегодня мы ведем переговоры по возможности, скажем, развития малой авиации на территории аэропорта, чтобы обеспечить больший переток или большую мобильность и для жителей Абхазии летать по России, и также для жителей Российской Федерации, особенно в курортный сезон, развивать здесь. Это вопрос требует очень глубокой проработки, такие решения поставлены нашими президентами, поэтому мы над этими вопросами и будем работать. Мы говорили о том, что у нас, наверное, впервые за несколько лет мы сегодня гарантировали с российской стороны обеспечение медицинским страхованием российских граждан, проживающих на территории Республики Абхазия. Но опять-таки тонкости, они заставляют нас аккуратнее работать. И вот почему у нас задержка с соглашением тоже прошла, с окончательной фиксацией, в связи с тем, что загранпаспорта, это те загранпаспорта, которые имеют граждане, не каждая страховая компания сегодня будет принимать и выдавать социальные страховые полюса по загранпаспорту. Вроде казалось все просто, а на самом деле тонкости возникают. Но это это решаемый вопрос. Я думаю, что это потребует нескольких, условно говоря, дней, недель, чтобы отработать это соглашение, прописать и создать нормальные условия. Вот этот огромный комплекс вопросов, который сегодня мы обсуждали. Мне очень приятно, что команда, с которой мы работаем, достаточно профессиональная. Уверен в том, что все вопросы, которые мы сегодня обсудили, которые проходят в рамках инвестпрограммы текущего финансирования, а также которые вытекают из поручений встреч наших президентов, все это будет реализовано. Особо хотел бы остановиться на программе медицинского страхования, на которой лимит денег уже в бюджете Российской Федерации зарезервирован. Это для нас очень важно, потому что вам известно, что квалифицированную помощь, получить квалифицированную помощь за пределами страны, к сожалению, наши граждане не всегда выбирают направление Российской Федерации. Вы понимаете, о чем я говорю. Зачастую люди ездят туда, на территорию Грузии. Чтобы нам дать достаточно квалифицированную альтернативу, российские коллеги пошли нам навстречу, и это медицинское страхование, которое нам обеспечит отправлять всех наших граждан за квалифицированной помощью уже на территорию Российской Федерации. И эти средства зарезервированы в бюджете. Это очень важное достижение. Прошу на это обратить внимание. Уверен в том, что проработав все те тонкости, о которых говорил Александр Геннадьевич, мы выйдем на подписание соглашения, которое нам обеспечит уже
как уже с начала года отправку наших людей, нуждающихся в медицинской помощи на территории Российской Федерации. А по остальным вопросам еще раз подтверждаю, что Российская Федерация выполнила все взятые на себя обязательства и по инвестпрограмме, и по текущему финансированию. То же самое могу сказать и за абхазскую сторону, что на сегодняшний день отставаний по графику практически нет. И те вопросы, которые связаны с подготовкой проектно-сметной документации для мероприятий 2017 года, они тоже проходят достаточно динамично, и в определенные сроки мы пройдем согласование в соответствующем профильном ведомстве Российской Федерации, и все проекты, которые нами были обозначены в рамках большой инвестпрограммы, будут реализованы. Моноспектакль народного артиста России авангарда Леонтьева «Наше все» Фазиль Искандер был представлен абхазскому зрителю на сцене Русского театра драмы. А перед постановкой министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия встретилась с народным артистом России. В Санкт-Петербурге в Мариинском дворце состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Сухумским городским собранием и Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Стороны выразили уверенность, что подписание меморандума даст импульс для новых плодотворных отношений между двумя городами и странами в области туризма и высокотехнологичного производства, будет способствовать дальнейшему укреплению связей в экономической и культурной сферах жизни двух стран. Состоялся очередной 13-й съезд Союза писателей Абхазии. На съезде речь шла о работе, проделанной за последние годы в области литературы. Это и новые произведения, и переводы на разные языки, и молодые имена в абхазской литературе. Также писатели избрали нового председателя Союза. Им стал Вахтанг Абхазоу. 25 ноября, в Международный день борьбы против насилия в отношении женщин, по всему миру стартовала ежегодная кампания против гендерного насилия. Одной из форм насилия в Абхазии является семейное насилие. В Сухумском доме юношества прошел круглый стол на тему «Проблемы домашнего насилия, пути его искоренения». Организаторы – Ассоциация женщин Абхазии. На сцене Русдрама состоялась премьера 3-го сезона музыкального проекта «Споем вместе». В 3-м сезоне условия проекта изменились. В отличие от прежних, он не конкурсный. Кроме того, если раньше соревновались дуэты, то теперь на концертах будут петь маленькие артисты вместе с уже состоявшимися певцами нашей эстрады. Всего будет 6 концертов, все они будут разной тематики. Главная цель проекта, по словам его авторов Хиблы Мукба и Мадины Аргун, популяризация песен на абхазском языке как в традиционной, так и в современной аранжировке. С 9 по 11 декабря в Гагарском районе проходил чемпионат Федерации Республики Абхазия по ловле спиннингом с берега. Рыба, идущая в зачет, форель, голавль и лосось. Зачет производился по количеству пойманной рыбы. В соревнованиях приняли участие спортсмены и любители из нашей страны и России. Это были наиболее заметные события недели. А сейчас вернемся к главной теме нашей программы – ситуации на дорогах. Одна из самых действенных мер профилактики ДТП – это рейды. На этой неделе на стационарные посты ГАИ вместе с сотрудниками госавтоинспекции вышли люди в камуфляжной форме и масках. По сообщениям пресс-службы МВД Республики, в Абхазии проводятся профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки на дорогах страны. Накануне на площадке Арсмира прошла пресс-конференция начальника республиканской службы ГАИ Наура Смыр по поводу проводимых мероприятий. Нала Ковы расскажет подробности. Ситуацию на дорогах Абхазии можно смело назвать критической. Количество нарушений правил дорожного движения растет практически с каждым днем. Это и превышение скоростного режима, что чревато трагическими последствиями, и отсутствие водительских прав и государственных номерных знаков, и управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Немало случаев, когда машины управляют лица, не достигшие совершеннолетнего возраста. Все эти проблемы буквально взвалились на плечи работников ГАИ. И так получается, что не всегда им удается справиться в одиночку. А ситуацию на дорогах определенно нужно менять. Именно поэтому было принято решение объединить силы госслужб в борьбе с нарушениями на дорогах страны. С 5 декабря на территории Абхазии проводятся профилактические рейдовые мероприятия с привлечением всех подразделений Министерства внутренних дел, Службы государственной охраны, СГБ и других. Незаконные действия, та же тонировка, без госномерных знаков стало почему-то модно, без заднего госномера едут и останавливая, мы никогда не получали объяснений почему, с чем это связано. Всякие и при этом, главное, этот номер присутствует у них, он присутствует, лежит в багажнике. На вопрос, почему так, почему это стало модным, массовым, объяснения нет.
Уже за 4 дня с начала профилактических мероприятий было составлено более 120 административных протоколов. На месте было снято более 300 тонировок. Наурс мэр особо отметил, что профилактические работы начались с сотрудников госструктур. Многие службы, те вот представленные службы, их сотрудники также нарушали, также с тонированными стеклами, также без госномерных знаков и так далее. Чтобы эти вопросы все снимаются разом, когда все службы представлены, и все это дало огромный эффект. Цель основная та, что главное составить административный протокол. Цель основная это то, чтобы растонировать людей реально. Вот, потому что действительно, вы видите, какие погоды у нас стоят, это ухудшает видимость, это все сказывается на, естественно, на дорожно-транспортные происшествия. Наурс мэр прокомментировал и негодование водителей по поводу того, что некоторые представители правоохранительных органов во время рейдов носят маски, скрывающие лица. И якобы это подразделение неизвестной нацгвардии, завезенное в Абхазию для определенных целей. Начальник службы ГАИ полностью опроверг такую версию, назвав ее нонсенсом. Уверяю вас, что никакой нацгвардии, и тем более откуда-то привезенной, нет и не может быть. Своей собственной, вы знаете, мы пока не обзавелись. Если такая будет национальная гвардия, такая наша национальная гвардия и будет, когда будет, если будет. Вот. А это все наши же службы. Это вот так, АТЦ, это ГСО, это уголовный розыск, ОБ. Это все службы Министерства внутренних дел. С начала рейдов крупных инцидентов не было. Благо, люди относятся с пониманием к мероприятиям такого рода, так как это один из наиболее действенных способов навести, наконец, порядок на дорогах Абхазии. Профилактические работы будут продолжаться до тех пор, пока необходимость в них не отпадет. На Алакове, Роберт Ломя, Абхазское телевидение. Проблема ДТП может затронуть каждого. Некоторое время назад в самом центре Сухума в дорожно-транспортном происшествии пострадали сразу 3 человека. Один из них, 34-летний сотрудник Генпрокуратуры Абхазии Саид Ахба, получил серьезные травмы. Об этом ДТП и о том, как сегодня складывается жизнь молодого человека, в репортаже Елены Лолуа. Саид Ахба ровно 2 года назад попал в серьезную аварию. В центре Сухума его сбила автомашина марки «Лексус» под управлением 18-летнего жителя столицы Ахмата Шакрыл. Вместе с Саидом пострадали 2 пешехода. На видеокамерах наружного наблюдения, установленных возле мода Текс, хорошо видно, как произошло ДТП. Самые серьезные травмы получил Саид Ахба. Сразу после аварии его доставили в ЦРБ в Сухуме. Ну а после, из-за ухудшения состояния, срочно вывезли в Сочи, в 4-ю клиническую больницу, где пострадавшему пришлось ампутировать ногу. В результате сложной и долгой операции Саид потерял много крови. Донорами вызвались стать сотрудники полиции. Мы обратились за помощью к нашим коллегам из Российской Федерации. Сотрудники полиции ГУВД по Сочи выстроились в очередь и на станции переливания крови сдавали кровь для Саида Ахба. После выписки из больницы последовали долгие дни лечения и реабилитации. Благодаря родным, друзьям, коллегам Саид не впал в депрессию, выкарабкался и вернулся на работу в Генеральную прокуратуру и к обычному ритму жизни. Кроме того, что мой коллега, он является и моим другом, все мы рядом были, находились, поддерживали его морально. Кто-то ездил к нему. Период реабилитации практически он здесь с нами находился. Как-то мы вместе перебороли с ним вот эту проблему. И фактически, видите сами, какой он есть сегодня. Радостный, полноценно живет, все нормально. Статистика пострадавших на дорогах республики в результате ДТП больше напоминает сводку с боевых действий. За 11 месяцев 2016 года зарегистрировано 172 ДТП, погибли 71 человек, получили повреждения различной степени тяжести 266 человек. В прошлом году за этот же период зарегистрировано 201 ДТП, погибших 71, увечья получили 292 человека. По статистике, в прошлом году аварий на дорогах за этот период было гораздо больше. За 11 месяцев 2016 года по республике наблюдался спад дорожно-транспортных происшествий в сравнении с аналогичным периодом 2015 года на 29 единиц погибших, равное количество в сравнении с 2015 годом.
раненых граждан на 26 человек меньше. Данные по состоянию на 1 декабря 2016 года указывают на уменьшение роста дорожно-транспортных происшествий и получивших телесные повреждения различной степени тяжести. Рекордсмены по количеству аварий на дорогах Гагарский, Ачимчирский районы и город Сухум. К катастрофам на дорогах приводят многие причины. Большинство ДТП совершают водители в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Другие причины – превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу. С учетом ситуации на дорогах в республике и их последствий, Генеральная прокуратура Республики Абхазия в рамках закона Республики Абхазия о прокуратуре планируется проведение координационного совещания правоохранительных органов республики. Число погибших в ДТП за послевоенное время уже превысило потери на Гумистинском фронте в годы Отечественной войны народа Абхазии. И, похоже, это не предел. Елена Лолова для событий недели. Как человек в подобной ситуации справляется с бедой? И где находит силы жить и работать? Об этом мы поговорим с героем нашего сюжета Саидом Ахба. Здравствуйте, Саид Гурамович. Здравствуйте. Саид Гурамович, в начале нашей беседы я бы хотела, чтобы вы немножечко рассказали о том, чем вы занимаетесь. Я знаю, что вы сотрудник Генпрокуратуры, и в частности сотрудник Управления по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия при Генпрокуратуре Республики Абхазия. Вот расскажите, пожалуйста, что входит в ваши задачи, какие цели, какие задачи стоят перед вашим управлением? Значит, вышеупомянутое управление осуществляет надзор за исполнением, как и гласит как и звучит наше название, надзором за исполнением законов. Сколько законов, столько и проверок этих законов может быть. Проверки носят плановый характер. Они закладываются в полугодие, в год. Скажите, пожалуйста, вот в последний период какие проверки осуществляло ваше ведомство? Нами осуществлялась и осуществляется в настоящее время проверка защиты прав потребителей в сфере здравоохранения Республики Абхазия. В настоящее время мы буквально на днях закончили проведение проверки деятельности ГАИ за 11 месяцев этого года и в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года. Проводили сравнительный анализ, доложили руководству. На самом деле, тема нашего разговора будет непосредственно касаться именно вот этой проверки, вообще темы ДТП, которая актуальна в нашей жизни, к сожалению, и актуальна настолько, что это может коснуться каждого. В связи с этим я бы хотела узнать, какие основные выводы сделали вы в результате вот этой вашей работы, ваше управление, имею в виду в частности, какие основные тенденции наблюдаются, какую-то свою оценку дать с точки зрения просто гражданина Абхазии. Вот что прослеживается? Я скажу, как гражданин Республики Абхазия, проблема с ДТП связана с тем, что нетрезвые люди садятся за руль. Это выезд на полосу встречного движения, это нарушение скоростного режима. 3 основополагающих принципа, которые ведут к последствиям тяжким. Саид Гурамович, мы пригласили вас на эту передачу в связи с темой, которую мы сейчас затронули. Я знаю, что, к сожалению, 2 года назад вы непосредственно пострадали в результате ДТП. Как вы выходили из этой ситуации? Как в дальнейшем складывалась ваша жизнь? Могли бы вы поделиться с нами, с нашими телезрителями об этом? Знаете, как я вам скажу, выходил из этой ситуации не один. Одному выйти из нее – это очень тяжело. Я вышел из этой ситуации благодаря своим друзьям, коллегам, которые стоят рядом. Я ощутил огромную поддержку общества. Я вообще благодарю всех людей, которые молились за меня, переживали. Я благодарен им всем. Я благодарен Алексею Ломе, который в трудный момент моего нахождения в больнице обеспечил меня кровью. Это его заслуга в этом. Я благодарен врачам 4-й городской сочинской больницы, которые сделали все возможное, чтобы вернуть меня. В результате ДТП вы потеряли ногу. Да. Это шок
был бы для любого человека, как вы потом возвращались к жизни? Насколько сейчас ваша жизнь изменилась? Я хочу просто это сказать для того, чтобы люди, которые садятся за руль, в принципе, думали о том, что от них зависят человеческие жизни. Я обратился бы к ним, тем людям, которые садятся за руль, я начну с этого, чтобы они понимали, уважали пешехода, были бдительны за рулем. В пешеходе может быть их сестра, их мать, их родной человек, близкий, дорогой. Пешеходам я пожелал бы, тем не менее, быть бдительными, смотреть по сторонам. Вот и все. Все мы должны уважать друг друга за рулем. Пешехода – это культура вождения. И я хочу сказать людям, и в дальнейшем, не дай Бог, конечно, чтобы с людьми бывали какие-то травмы серьезные, нужно всегда надеяться на лучшее. Нужно верить в себя, в свои силы. Общество принимает таких людей. Просто нужно верить в себя, в свои силы. И я могу сказать, что я ощущаю себя полноценным участником общества. Есть какие-то определенные ограничения, какие-то маленькие, а так в целом. Саид Гурамович, понятно, что вспоминать все это тяжело, неприятно, и хотелось бы, чтобы такого вообще не было в чьей-либо жизни, вашей в частности. Да, вы ходите на работу, но наверняка мучают боли, наверняка... Есть, конечно, моменты болевого такого состояния, иногда бывают. Ну, преодолеваешь, они проходят. Что вам больше всего тяжело? Самое тяжелое, что ты не можешь выйти на пляж и искупаться там, где все купаются. То есть такой отпечаток, как бы, да. Такой комплекс. В остальном я также танцую. Не могу сесть на велосипед. Скажите, как много заняла времени реабилитация? Полгода я находился на больничном. Через полгода я вернулся в строй. Я ходил на костылях на работу. Ну, что предполагало, какие процедуры предполагала реабилитация? Было ли это болезненно? Процедура реабилитации обычно происходит для граждан, проживающих в Российской Федерации. Есть специальная программа. Ну, у нас такой программы не было. Моя программа – это мои друзья, мои товарищи, мои родственники, близкие люди, коллеги. Есть много людей, которые попали в такую ситуацию. К сожалению, это, я еще раз повторяю, наша проблема, наша большая проблема. Очень много молодых людей оказывается там, ну, не то что под колесами, но попадают в ДТП. И что бы вы им посоветовали? Как бы посоветовали им не отчаиваться, продолжать свои дела, несмотря ни на что? Я обращаюсь ко всем молодым людям, которые попали в такую ситуацию. Дай Бог, чтобы не попадали последующие люди, граждане, в такие ситуации. Не терять самообладание, верить в лучшее и идти к цели хотя бы по чуть-чуть. У меня тоже не сразу все получилось. Ты ставишь цель потихоньку, и идешь к ней 2 дня. И буквально это начинается с малого. Это начинается с первых шагов на костылях. Были упаднические мысли, что жизнь закончена, что ни к чему теперь мое существование и так Вы далее? знаете, я человек, придя сюда, я человек, ношу погоны. Людям, которые работают в правоохранительной системе, там не бывает слабых людей. Мы не зря, наверное, там работаем, и нужно просто верить в себя. За тобой идут люди, ты не должен подвести людей. Я знаю, что есть такие ситуации, к сожалению, и мне лично известно, когда молодые люди там начинают пить или использовать там какие-то таблетки, какие-то психотропные. Вот что бы вы сказали? Есть ли, можно ли их за это жалеть? Я не вижу в этом оправдания. Я прошел через это. Есть люди, у которых... Это, я считаю, слабость. Есть люди, у которых есть
ноги, руки, семья, достаток. Это просто их желание. На это трудно повлиять. Это неправда, что он видит в этом утешение. Это просто глупость, это просто слабость. С течением обстоятельств, я не знаю, судьба это или что, но вы действительно занимаетесь именно той проблемой, которая коснулась вас непосредственно. Вот как вы оцениваете эту ситуацию? Это вообще логично или это все-таки странно? Ну, это просто входит в специфику нашей работы, осуществление надзора за ГАИ и вообще за различными госорганами Республики Абхазия. Ну, я думаю, это так. Просто совпало мой случай и мое профессиональное занятие. На что обратить внимание нужно людям, которые с обеих сторон? Это наша проблема в стране. Вы считаете, она надолго, навсегда? Нужно понимать, что ты участник дорожного движения. Ты за рулем, ты можешь представлять собой опасность. Я хотел бы дополнить это, опять же, призывом ко всем гражданам, садящимся за руль в нетрезвом состоянии. Помните, что за вами семьи, ваши родные, а впереди вас чужие семьи и судьбы других людей. Берегите себя и других людей. Я надеюсь, что в вашей последующей жизни, как бы ни было там тяжело, я надеюсь, что не будет серьезных проблем, но все-таки, чтобы у вас всегда оставались силы для оптимизма и для того, чтобы продолжать и жить, и работать с хорошим настроением. Спасибо, что пришли к нам на передачу. Спасибо за интервью. Уважаемые телезрители, напоминаю, что сегодня моим гостем был Саид Ахба, сотрудник Генпрокуратуры Абхазии, человек, пострадавший в результате ДТП, но сумевший преодолеть все сложности и продолжать работать на благо людей. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами и будьте осторожны на дорогах.